сегодняшнее мероприятие посвящаем книге и все, что с ней связано в жизни Евгения Федоровича. Много говорить не будем. Евгений Федорович сам выстроил программу. Программа начинается со столетия Национальной библиотеки. Следует потом столетие Ижевско-Воткинского восстания. Ижевского восстания. 33 мема об Ижевске. 25 изданных книг Евгения Федоровича и миллион творческих планов. Евгений Федорович, пожалуйста, вам слово. В соответствии со сценарием, заявленным о библиотеке сначала, я просто поясню, когда и почему появилась библиотека-то. Дело в том, что несколько такой печальный повод ее появления, вы все это знают. В январе 2018 года началась такая тотальная программа конфискации, муниципализации, контрибуция. Значит, все грабилось, военный коммунизм начался, политика была провозглашена. И вот именно поэтому все книжные богатства, у нас не бог весть какие были книжные богатства, стали свозить в одно место, и поэтому появилась такая первая общегородская библиотека. Вот, как говорится, соль в этом, не в каком-то там благодеянии советской власти, как иногда как-то трактуется, а вот именно конфискация, контрибуция, своз всего. Были у нас интеллигентные люди, вот видите, даже композиторы были еще в 70-е годы 19 века. Поэтому вот что-то такое собралось, это стало первой общегородской библиотекой, были всякие гимназические библиотеки, заводская библиотека, в клубе и так далее, ну, оказалось в одном месте, поэтому начало ваше было вот тогда. И по личности, Шитов. Шитов это вообще загадочная личность. 28 октября 2017 года, когда у нас тут, знаешь, вперед, ура, Советы победили и так далее, именно Шитов произносил такую приветственную речь от лица новой власти, большевиком был. Потом в 2018 году, значит, он стал, весной где-то стал максималистом, ну, это часто бывало, в одной партии, в другую, где выгоднее, где чего, там такое было бурное время. Он стал максималистом в конфликтах с большевиками в апреле, а потом в мае стал возглавлять вот эту библиотеку, общегородскую библиотеку. Ну, ради бога, кто там переходит из партии в партию, дело такое прошлое. Но самое поразительное в личности, вот он есть, да, самое поразительное в личности этого молодого, такого красивого рабочего, простой рабочий, какого там гимназического образования. Самое поразительное то, что он уцелел во время, большевик, потом максималист, а максималистов точно так же расстреливали, как и большевиков. Во время восстания он уцелел, никто его не репрессировал, антибольшевистское восстание. Библиотека действовала. То есть это какая-то загадка уважаемого Михаила Федоровича Шитова. Ну, надеюсь, где-нибудь, когда-нибудь какой-нибудь документ позволит эту загадку вот такого устойчивого большевика-максималиста, директора, первого директора общегородской библиотеки, когда-нибудь загадку эту удастся разрешить. Ну, пока что вот некая загадка. Может быть, объяснение такое. Ну, наверное, такие были все-таки культурные наши повстанцы, хотя там и уголовные были элементы среди повстанцев, не надо их идеализировать, что они как-то в эту любовь к книге вот сохраняли даже в эти бурные кровавые дни Ижевского восстания. Может быть так. Не знаю, как объяснять. У нас есть данные, что в первые 2 дня записали 100 человек в библиотеку. В мае, да? Да. Первые 2 дня работы библиотеки. Но она все время восстания работала. И он все время большевик, был цел, никто его не арестовывал, не расстреливал, как Пастухова там и прочее. Вот такая моя история про рождение библиотеки. Кстати, моя мать, Шумилова Мария Семеновна, была одной из активисток уже республиканской библиотеки, где-то в начале-середине 30-х годов. И, в общем, эти книжные гены, так сказать, у меня живут. Первый вопрос. Первый вопрос, да, мы затронули. Следующий пункт идет столетие. Столетие Ижевского восстания. Ну, это вот как-то сразу переходит в проблему планов, хотя это уже не план, это уже реальная вещь, в общем-то, вот как видите, это написано и сделаны иллюстрации. Это книга, которая называется «Мятежи на Тихом Иже», это такое название немножко с иронией, никакой не тихий был Иж. Я сразу поясню, что Иж это не только река, Ижом называли поселение реки Иж. Так и говорили, еду в Иж, живу в Иже. Это в начале 20 века такое словосочетание было. Поэтому вот тихий якобы Иж, и в нем этот самый
мятеж. Ну, это, значит, как вы понимаете, есть некие такие ассоциации с Тихим Доном. Я вот провожу эти Вешенское восстание, сколько их было, какие у них интересы, какие там характеры и так далее, и сравниваю с нашими. О Ижевском восстании многие писали, но как-то вот все его распыляли. Куда-то это Ижевское восстание все в Сибирь заталкивали. Оно не в Сибири было, и не в Воткинске, оно было в Ижевске. Ижевское восстание. Я, в общем-то, это первая книга, которая всю хронику восстания, вот почему оно началось, когда оно началось, чего, что делали, какие личности. Это все, в общем-то, впервые здесь раскрыто. Документов не так уж много, но главный источник был это газеты. Газеты повстанцев, их надо, как говорится, с лупой изучать, вылавливать из них вот эти драгоценные черточки характеров. Я не писатель, как вы меня представили. Не хватает, наверное, так сказать, мастерства что-то характер выписывать, но все-таки стараюсь вот этот конфликт показать. Это, в общем-то, психология конфликта. Мощный конфликт, который кровью залил и Ижевский и прочее. Ну, текст это понятно. Но есть еще картинки. Картинки я прокомментирую. Картинки эти, главный автор их Александр Дмитриевич Кокорин, мой университетский товарищ, ну, под моим руководством, естественно, тут я соавтором его являюсь, то есть определил сюжет, определил композицию, обработал его рисунки тушью таким способом, как бы там горевшие, значит, и так далее, и так далее. Это уж мое творчество. Они вот дают такой эмоциональный портрет тех событий, 14 эпизодов восстания. Это уходят красные большевики, максималисты, уходят под Казань. Это ключевой момент, когда, значит, уже стало ясно, что в Ижевске вспыхнет восстание. Все, ушли красные. Башня там где-то горит, тучи, гроза, все. Следующая картинка. Это 8 августа. Значит, крыльцо Дома Советов, нынешний старый дом правительства. Где-то там прячется, значит, Шумайлов, Пастухов, все прочие. И вот фронтовики, ну, они тут немножко так идеализированно изображены, как некие рыцари. Вот они требуют, выдайте оружие тут, они где-то там под Казанью и так далее. Вот первое такое столкновение, боестолкновение уже, восстание началось. Ну, можно называть и мятежом. Восстание, мятеж, принципиально разницы нет. Хотя сами участники событий с обеих сторон использовали чаще термин восстания. Следующее. Это самый такой момент спорный. То есть кто-то говорит и до сих пор пишет, и первый мэр Ижевска спас заводскую казну от белогвардейцев. Это до сих пор можно прочитать в современной прессе. 21 век. Мы такие читаем чудеса. Первый мэр Ижевска, вот он, Пастухов, спасает заводскую казну от белогвардейских грабителей. Что на самом деле было? Незадолго до восстания, значит, пришли из Москвы деньги. Деньги, которые покрывали вот эти невыплаты предыдущего где-то там полгода примерно. Из-за чего невыплаты были? Из-за того, что начался так называемая кампания рабочего контроля, ко всем директору, ко всем начальникам заводов посадили комиссаров, неграмотных комиссаров, и они руководили артиллерийскими полковниками. Ну, представляете, что это такое получилось? Объявили нам, естественно, финансовый бойкот в Москве, в Петербурге точнее, потому что главное артиллерийское управление в Петербурге было. И люди сидели без зарплаты. Вот пришли эти деньги. И вот сидит главный кассир, ой, выскочила фамилия его, ну, все имена у меня есть. Он сидит на этом сундуке с казной. А сундук это реальный, я нашел описание сундука, где он потом будет стоять. И у Пастухов врывается в эту каморку заводского казначейства в торце Старого дома правительства и требует выдать эти... Всего было около 30 миллионов, он успел получить 12 с чем-то миллионов. Вот такая трагическая история. Потом Пастухова будут пытать, где деньги, где закопал наши деньги, нашим людям жить. Ну, я вот все эти подробности в книге описываю. Следующее. Это уже настоящий бой, то есть то, что казну, часть казны Пастухов вывез, это понятно. Но потом началась уже борьба против большевиков. Большевики прятались за парапетом Михайловского собора. Значит, повстанцы наступали с юго-запада. Это есть вот все эти описания, есть
описание того, почему же все-таки вот просто стычка, ну, одно дело стычка, другое дело, когда массовое восстание. Почему началось массовое восстание? Потому что заработали пулеметы там и так далее. Следующее. И это уже 19 августа, это преображение Господне. Вот на днях только говорил с нашим митрополитом Викторином, он собирается где-то вот в эти же дни, 19 августа, провести какое-то вот посвященное этому событию, ну, преображение, этому столетию этого события, какое-то действие, церковное действие. Что было 19 августа? Ну, точнее, еще 18 августа, но 19 вот это произошло. 18 августа повстанцы одержали первую большую победу. Разбили огромный отряд красных, который двигался от Гальян на Ижевск. Возглавлял этот отряд, там латыши были, китайцы, кого не было. И возглавлял этот отряд Антонов Овсеенко. Тот самый Антонов Овсеенко, который сказал знаменитые слова, которые тут временная слазь. И вот наши фронтовики, офицеры, простые рабочие разбили где-то, ну, и в Гальянах, и около Завьялова красных. И вот в день преображения идут мимо Александрийского собора, духовенцы их, значит, приветствуют. Ну, вот такая пафосная сцена, значит, которая нынешним августом, очевидно, будет как-то отмечена церковным образом. Следующее. Это уже относительно мирные дни, это где-то, ну, начало сентября имеется в виду, значит, балкон Генеральского дома, значит, лозунг красный, вся власть учредительному собранию. Красные флаги действительно были, да, это факт, но это абсолютная глупость, когда пишут, что с красным флагом шли в бой против красных. Такого не было никогда. Но красные флаги, флаги учредительного собрания, они были, и лозунги, вся власть учредительного собрания, вот висели. Здесь я изобразил реальных людей, это гимназисты. Вот тот, кто под балконом, это Володя Бурлянд. А Володя Бурлянд потом вырастет, вот этот наш гимназист, и станет одним из самых известных в Советском Союзе радиоинженеров, пропагандистом радиотехники, будет приезжать в Ижевск, то есть тут все реально. То есть образы, реальные исторические образы, ну тут в такие художественные образы у нас с Кокориным как-то преобразовались. Ну, я не смог изобразить, то есть мы с Кокориным не смогли изобразить самолетик, там вообще должен быть еще самолетик, который вот эти дни, какой день-то, где-то 30, кажется, августа, именно в этот день разбрасывал, красный самолетик разбрасывал листовки над Ижевском. Значит, мы взорвем вашу плотину, мы разрушим весь завод, реальные листовки, есть их текст. Ну, такую мелочь невозможно было изобразить. И отряды рабочих, повстанцев уходят там на очередной фронт. Ну, 4 фронта было вокруг Ижевска. Велосипедист, было где-то человек 10 вот, младших гимназистов, которые были рассыльниками, самокатчики их называли. Был еще и мотоцикл, у повстанцев был мотоцикл, это очень серьезная такая структура. Следующее. Роют окопы, это уже где-то вот сентябрь, окопы на южных, западных окраинах, ну там вот краснеет Михайловский собор, ну, все работали, да, с 7 утра, все, кто свободен от работ на заводе, то есть это вот такая осажденная крепость, вот единство, мы ижевцы, мы прогнали большевиков, мы защитили завод свой, то есть заводской патриотизм, ижевский патриотизм, великое время. Следующее. Это, значит, слева мы изобразили первого городского голову, это вот одно из моих открытий. Значит, Никифор Савельевич Морозов, учитель, замечательный учитель, просветитель, выдающийся просветитель. Значит, Сережа Костриков называл, Киров будущий, Сережа Костриков называл Морозова своим лучшим, любимым учителем. Понимаете, вот такая фигура. Он оказался где-то во время войны, Первой мировой войны, оказался в Ижевске, стал крупным земским деятелем. И, значит, в сентябре была создана городская дума и стал первым городским головой. Пастухов никаким мэром не был. Это сказки, которые родственники до сих пор, значит, везде вот сучивают. Ну, одно из таких заседаний в Генеральском доме. Следующее. Это, ну, вообще, что такое было Ижевское время восстания?
в общем-то, был мирный город, работали кинотеатры, были спектакли, венчались люди, все было нормально. То есть никакого тут не было ужаса, там снимались, значит, в ателье. Это как раз дед, извините, Александра Дмитриевича Кокорина, который реально тут был, потом уйдет в Колчаков, будет участвовать в ледяном походе и так далее. Я всю эту историю тут рассказываю. Дальше. Это инженеры. Вот восстание называют рабочим. Рабочее восстание против большевиков. Правильно. Но оно еще в той же мере было и офицерским, и инженерским восстанием. И наши заводские инженеры, не обязательно в офицерских чинах, а гражданские, артиллерийские чиновники, инженеры, они были одним из таких самых важных моторов восстания. Вот я здесь изображаю сцену, когда они срочно там изготовляют для скольки там 3-дюймовой какой-то пушки, захваченной у красных, изготовляют затвор там и так далее. Это вот есть документы, как наши офицеры, артиллерийские чиновники вот занимались по ночам, значит, созданием ижевской артиллерии, собственной артиллерии, из захваченных пушек там и прочего. Следующее. Справа изображен Федичкин, Дмитрий Иванович Федичкин. Я надеюсь, когда-нибудь у нас будет названа улица в его честь. Среди повстанцев были разные люди. Был Семен Солдатов, садист, маньяк, некультурный человек, хотя вот так внешне он вот копия Чапаева, я вот с Чапаевым там сравниваю. Чапаев тоже был такая фигурка, знаете, еще та. Но Федичкин это такой образец такого артиллерийского офицера, человек чести. Вот это в Генеральском доме Федичкин, Ижевск окруженный там, в этом Красном кольце. Ну, вот происходит там определенный конфликт с учредиловцами, то есть вот начинается такой раскол. Не было единства в рядах повстанцев, не было единства вообще во всем белом движении, грязня сплошная. И поэтому не удалось создать, то есть я вот это называю, то, что было, Ижевская республика. Там действительно были очень такие нравы интересные, понятия чести и так далее. Но не смогла уцелеть Ижевская республика вот в этой ситуации, и Ижевск будет взят. Следующее. Ну, знаменитая так называемая психическая атака, сами повстанцы ее так не называли, это уже потом приклеится, значит, в разных воспоминаниях, красных воспоминаниях, такой термин психическая атака. Вообще-то это была так называемая беспатронная атака. Ружей, винтовок было полно, патронов было мало. Поэтому вот под звуки заводского оркестра, под управлением Цымбалюка я нашел фамилии всех музыкантов, которые вот были здесь, кто на чем играл и так далее. Играли и Марсельезу в том числе. И вот под звуки этого заводского оркестра, под знаменем, вот непонятно каким знаменем. Ну, то, что не красное знамя, это абсолютно понятно. Трехцветное знамя вряд ли, поэтому я такой принял Соломоново решение. Знамя есть, но оно какое-то такое, значит, выцветшее, такое, знаете, желтоватое. Так вот, думайте сами, под каким же знаменем они шли против красных, вот в эту последнюю свою знаменитую беспатронную атаку. Это один из самых серьезных дней в истории Ижевска, 7 ноября, когда столкнулись колоссальные силы и у нас, но у нас тоже иссякали силы, и красные силы, 2 дивизии с 2 сторон, значит, окружали Ижевск. То есть самый трагический момент, 7 ноября 18 года. Следующее. Ну и в тот же день, вечером 7 ноября, еще 8 ноября из Ижевска пошла вот первая волна беглецов. Значит, это подразумевается здесь улица Красная нынешняя. Тянутся лошади, везут самовары, иконы, баба прощается с коровой, кормилицей, у некоторых было по 2, по 3 коровы. Все они уходят на восток, потом, значит, переправа через Каму, и начинается эти скитания по Уралу, Сибири, Дальнем Востоке и так далее. Начинается вот этот великий Ижевский исход. Это трагедия Ижевска, главная трагедия Ижевска. Даже не само вот это восстание, а вот последствия его. Потом в архивах вот, КГБ очень много я дел прочитал, потом заводских, вот, ижмашевских, мотозаводских рабочих вот допрашивали, где ты был, там чего, и сажали за это. То есть вот эта трагическая история осени 18 года, она растянется еще лет на 20.
Я об этом много не пишу, но какие-то вот такие узловые моменты намечаются в своей книге. Взрываются там, видите, уже вдали там разрыв какой-то, значит, бомбы, снаряда, значит, пожары. Это вечер 7 ноября. 8 ноября весь Ижевск уже был занят красными. Следующее. Значит, это последняя сцена, 10 ноября. 10 ноября, когда в Генеральском доме уже на полную мощность работает ЧК. Вообще Генеральский дом, это надо его в красный цвет выкрасить, потому что самое кровавое место, Генеральский дом. И лабазы, которые стояли вот на улице Горького, напротив Генеральского дома, их, ну, восстановить их, конечно, нелепо, но там тоже какие-то надо, ну, не знаю, какие-то или памятные кресты, или что-то такое ставить, потому что там кровью залито, это реально. Так вот, в Генеральском доме 10 ноября председатель ЧК, как его, Захаров, Николай Захаров, допрашивает и отправляет тут же, через несколько минут, отправляет на казнь у стены вот этих лабазов купеческих 4 священников. Значит, я обещал митрополиту Викторину, что как-то вот более подробно об этой истории напишу, какую-то справку. Ну, канонизация, не канонизация, ну, что-то такое, значит, будет. Кстати, 17 июня, вот не все очевидно знают, 17 июня будет, как это называется, собор новомучеников земли Удмуртской. У нас уже, сколько там, 4, кажется, или 5 святых новомучеников. Вот 17 июня будет день. Так что, возможно, вот эти 4 ижевских священников, которые ни за что, они ни за красных, ни за белых. К ним приходили красные, белые, они венчали, отпевали там и так далее. Кстати, потом, ну не они уже, а другие священники отпоют заочно Пастухова, где-то в конце ноября, кажется, заочно отпоют Пастухова, еще каких-то. Это люди, которые, ну, как-то в меру своих возможностей профессиональных облегчали жизнь людей. И вот Николай Захаров от имени советской власти во время ночного допроса их, значит, отправляет на казнь. Вот это последняя такая 14-я сцена этих наших рисунков, Кокорина и меня, книги о тихом еже. Как видите, он не очень тихий. Следующая наша тема, заявленная Евгением Федоровичем, 33 мема. Все идет игра с цифрами. Там было, Евгений там Федорович, было 100. да, Здесь поясните, 33. пожалуйста, для присутствующих. Ну, цифры, какие обычные цифры, 33, какой-то особой символики нет, кроме числа лет земной жизни Христа. Но на самом деле число этих мемов все-таки увеличится. В 33 рамках этих не удастся удержаться. Я вот уже с директором издательства говорил сегодня. В общем-то, идея все-таки созрела и издать это под названием «Ижевские мемы». У меня это называется там «Ижевский глоссарий», но это, наверное, слишком мудреное название. «Ижевские мемы». Что такое мем, я поясню. Это некий образ, некий бренд, который выражает суть явления. Вот я выбрал в ходе подготовки выставки в Генеральском доме, выставки в музее ЗО, я вот в ходе этой подготовки как-то решил вот выбрать вот все то, что у меня в голове за последние 40 лет родилось, какие-то некие вот образы, концепции, касающиеся родного города. И в алфавитном порядке их как-то выстроил. Мемы. 33 мемы, выражающих суть Ижевска. Ну, давайте по порядку начнем, все будет понятно, что это за мемы. Венец, так называли вот действительно в старых русских городах вот эту верхнюю часть, идущую вдоль реки. И у нас с Макаровым, с Ковальчуковым вот в 2001 году появилась такая идея обобщить все памятники, которые идут по улице Милиционной, по набережной и так далее, и назвать так. Проект был сделан, потом это дополнилось предложением по проекту Ля Дудин. Но в конце концов ничего не получилось. В конце концов все деревья были вырублены на набережной, многие постройки исчезли, то есть идея есть, название осталось, Венец, так многие называют эту территорию, но ничего не получилось. Но тем не менее, мем существует. Следующее. Военное поселение. Это вот одно из моих таких обобщений, научных обобщений. То есть каждый мем, он, в общем-то, содержит некое научное открытие, обобщение. Ну, я вот первым начал в 2010 году и, пожалуй, еще раньше говорить о том, что Ижевск фактически был военным поселением. Подчинялся Аракчееву, очень много было, значит,
документов, свидетельствующих вот близость к такому типу поселения. Мы военное поселение, куда же деваться. Следующее. Генеральский город. Ну, горжусь вот этим своим определением. Правда, иногда музейщики там что-то заявляют, Марина Борисовна в том числе, иногда заявляют, что самый генеральский в России, это перебор, так нельзя. Но мы действительно вот по факту, то, что у нас вот так много генералов было, это в Вятской губернии ничего больше не было. Значит, они, значит, люди, как правило, всегда чужие, пришлые. Они жили в казенный вид гостиницы, и поэтому называть эту гостиницу, то есть генеральский дом, дворянским, там, усадьбой и так далее, я считаю, тоже, в общем-то, не совсем корректно. Она по типу дворянской усадьбы, но каждый генерал, приезжая в эту гостиницу, он ее перелохмативал там все внутри, все менял, обои сдирали, паркет меняли, то есть это какое-то родовое генеральское имение. Но тем не менее, вот эта генеральская струнка, офицерская струнка, вот эта генеральская струнка у нас до сих пор сидит. И не случайно в том же генеральском доме уже где-то года 3 назад, да, Марина Борисовна, собирался генеральский клуб, ну и дай бог он будет. Генеральский клуб собирался в этом году уже. В этом году уже, да. То есть, ради бога, это наша такая специфика, историческая особенность, надо это поддерживать. Следующее. Город-завод. Ну, термин не мой. Термин, в общем-то, всегда был. Ну, не всегда, но где-то последние, где-то лет 70 был. Но к Ижевску его как-то не применяли. Я все-таки доказал, как говорится, вбил всем и музейщикам, и историкам, что мы город-завод. Мы не поселок. Дурацкое понятие поселок, это оскорбление. Мы город-завод, у нас все признаки город-завода. И мы всегда будем городом-заводом. До тех пор, пока плотину какой-нибудь дурак не взорвет, не будет плотины, не будет пруд, тогда мы уже не город-завод. То есть все это наш ключ, наш главный бренд. Следующее. Город на Иже. Ну, понятно, можно пропустить. Все понятно здесь. Золотой век. Ну, вы понимаете, что есть Серебряный век. Ну, что у нас считают Серебряным веком, я даже не знаю. Ну, если говорить вот о культуре об искусстве, то, наверное, Серебряным веком для Удмуртии, для удмуртской столицы, можно считать, я думаю, где-то 60-е, 70-е годы 20 века, когда художники писали картины по заказу Министерства культуры. Сейчас пишут картины по вашему заказу. Видите? Композиторы сочиняли симфонии по министерскому заказу. Серебряный век. Но я не в претензии, я понимаю, что время. Но золотой век, который дал основу вот этого отблеском Серебряный век, это все-таки время Дерябина, Дудина, когда у нас появились интеллигентнейшие люди из Европы, которые там что-то на скрипках играли, во флейту дудели там и так далее. И вот началась к нам высокая европейская петербургская культура, пришла именно при Дерябине. Действительно золотой век. Следующее. Это одно из моих последних открытий. Как-то я, вот, понимаете, надо в книгах рыться, даже не в архивах вот, по поводу палладианства, но где-то вот в 16 году мне попались хорошие монографии Андреа Палладио. Я, в общем-то, хотя вроде и историк искусства, но только тогда узнал, что Палладио, Андреа Палладио, в общем-то, издавал, переводил Николай Львов. И как раз в те годы, когда у него работал помощником Семен Дудин, то есть наш Семен Дудин стал палладианцем, мог стать палладианцем еще до поездки в Италию. А уж будучи в Италии 3 года, он, естественно, просто стал повторять, изучать вот эти формы Палладио. Что такое палладианство? Это очень легкие, очень гармоничные архитектурные формы. Это вот такая, ну иногда говорят ампир, но палладианство это супер ампир, так сказать. И вот единственный палладианец у нас на Урале, это Семен Дудин, один из немногих, ну после Николая Львова это, в общем-то, фактически второй палладианец. То есть это мое вот новейшее такое открытие, и я вот эти черты форм Палладио, его стиля сейчас выглядываю, улавливаю во многих постройках. Следующее. Ну, завод-заводу тут все понятно, по книге. Следующее. Вот это тоже, это не палладианцы, это чистый такой русский ампир. Значит, дело в том, что Кронштадтский собор, Андреевский Кронштадтский собор, он всегда считался, в истории искусства, считался первым настоящим ампирным храмом в России.
Но Кронштадтский собор был уничтожен в 30-е годы. И наилучшее такое повторение Кронштадтского собора у нас. То есть фактически вот мы сейчас являемся наследниками этого великого стиля, вот этот Александровский ампир, Захаровский ампир, чуть-чуть измененный Дудиным, но это вот, к сожалению, вот внутрь собора, вот лично мне, хотя я там и крестился, и венчался в один день, причем викторин, значит, но лично мне вот сейчас туда заходить как-то, извините, просто противно, потому что страшные безвкусные росписи, сделанные при одном из наших владык. То есть вот эта прекрасная ампирная, лаконичная красота, не палладианство, но ампирство, ампир, это вот изуродовано внутри. Но нынешний владыка все-таки это понимает, и он обещает как-то вот найти, и уже там ходят, значит, архитекторы от епархии, и уже как-то пробуют что-то там изменить, чтобы это была гармония. Экстерьер и интерьер должны быть в гармонии. Это чудесный, изящный ампирный храм. Первый многоколонный храм вообще в Вятской губернии. До этого у нас колонн никто не строил. Не умели просто колонны рисовать и чертить. Были такие немножко приземистые храмики в стиле вятского барокко. Это первый многоколонный, торжественный храм. Это вот вся душа, вся суть города-завода, генеральского города, вот в этом храме вот раскрыта. Следующее. Ну, Захаров, понятно, учитель. Мегамашина. Это тоже недавнее мое такое обобщение, научное обобщение. То есть Ижевск это не просто, ну, военное поселение, да, но тут была сложнейшим образом организованная технологическая система. Подвоз сырья, вывоз ружей, опробование ружей. Вся вот территория поселения, она имела какие-то свои функциональные зоны. Это сложнейший ансамбль, организованный и по горизонтали, и по вертикали внутри корпуса. Вот я все это назвал таким культурологическим термином мегамашина. Это и сами Ижевские, и поселения вокруг него, и все вот это. Это объясняет наше значение. Мы уникальный город-завод, уникальный оружейный завод. Следующее. Ну, это вот я уже говорил, то, что было во время восстания. Фотография, конечно, сомнительная, вряд ли это... Не доказано никем, что это во время восстания она сделана, не доказано, что это фронтовики, но других фотографий нет. Вот именно поэтому, кстати, и потребовалось мне вместе с Кокориным делать эти 14 рисунков. Нет фотографий в периода восстания. Следующее. Триада. Ну, это тоже, вы все знаете, это давняя идея. В 90-м году еще она у меня появилась. Я выступал с этой идеей, с этой темой в Петербурге на одной из таких монархических конференций в дворянском там особнячке. Это действительно уникальное такое в Российской империи архитектурное воплощение за веру царя и отечества, православие, содержание народность, собор, колонна и башня завода. Следующее. Десятки. Ну, тут тоже все понятно. Ключевые личности. Кому-то, может быть, не нравится, что тут женщин нет в числе лучших личностей. Ну, Богдановскую, вот если действительно, ну, вот как-то слишком уж недолго у нас эта замечательная женщина была. Надо, наверное, доработать эту тему. Не десятки, а двадцатки делать. Ну, сложный вопрос. Это в книге «История Ижевска», краткий очерк, там все подробно объяснено. Следующее. Это, да, вот мой термин такой я прививал. Он, конечно, немножко такой журналистский, по-журналистски красивый. И не всегда золото, кстати, у нас и есть. И наши замечательные граверы, они очень хорошо научились заменять золото там какими-то сплавами, медь, чем-то, еще что-то. Но в любом случае, вот этот термин, он определяет такое высокое искусство. Это действительно искусство. Это не просто какой-то там работяг, который что-то механически делает. У них фантазия работает. Они там листочки зарисовывают, ходят из цеха на механическом заводе. На Ижмаше бывшем, к сожалению, это все исчезло. То есть это наша вот такая неприходящая тоже суть. Злато-кузнецы. Следующее. Ну, молчу, все понятно. Следующее. Рябинники. Вот с рябинниками, значит, такая история. Ну, впервые, вот я в 95-м году еще написал про этих самых рябинников.
Ну, тут разные есть толкования. Я тогда в 95-м году не знал еще, что это вот из Чистополя они у нас. Это я потом в архиве, в одном из архивных фондов наших нашел. Они из Чистополя появились, значит, у нас. И от них именно пошла вот это поклонение рябиновому дереву. И кличка их, это, в общем-то, секта, говоря таким официальным языком, секта. И от них эта сектантская дразнилка, к сожалению, перешла на всех старообрядцев ижевских. Их у нас было меньшинство, как вы понимаете, а потом и на всех ижевцев. Это не очень хорошо, но, к сожалению, вот когда создавался герб Ижевска, ну, как-то не очень вникали во все эти исторические тонкости геральдические. У меня с Ковальчуком был там свой герб Ижевска, проект герба, но наш проект, он не набрал несколько голосов. Нынешний герб, я считаю, какой-то уж очень такой, какая-то сентиментальность, ах, ижевская рябинка, уральская рябинка, клещи эти страшные. Ну, может, будет время, поумнеют депутаты, будет создана новая геологическая комиссия, может быть, какой-то новый герб будет создан уже без этой рябины, которая, в общем-то, тут такое ругательное все-таки значение имеет, если вот копаться в глубину. Следующее. Чего? Ну, тут все понятно, это я уж, как говорится, песнь песней моя, этих кафтанщиков я вытащил, сейчас у меня их 607, даже вот в этой последней книге там меньше, и там некоторые еще недоработки были, потому что ну, почти каждый день в архиве что-то выкапываешь, вот эти биографии выявляешь, так что, может быть, еще 10 удастся выявить. Следующее. Народ, да, народ, то есть некая такая категория населения, которая объединена языком, территорией, там, какими-то идеями. Ну вот я на основании исторического своего такого мышления, я считаю, что у нас ну, вот где-то к лету 17-го года, я не говорю, что потом, а вот где-то к лету 17-го года вот сформировалась, ну или даже к восстанию, сформировалась некая такая общность, вот, отвечающая критериям народа, ижевский народ. Они сформировались в плавильном котле, о котором чуть позже будет речь. Следующее. Поток. Ну, технологический цикл, который у нас возник, в принципе, еще при Дерябине, вот основа этого потока. Потом довели до совершенства в советское время, когда появились уж там и конвейеры и прочее. То есть это наша тоже изюминка. Суть мегамашины. Следующее. Характер. Ну, опять-таки, вот то, что связано с ижевским народом, я считаю, вот в результате, так сказать, анализа вот всех этих товарищей, и кафтанщиков, и не кафтанщиков, и простых работяг, свободолюбие, да, мы ижевские, мы гордые, гордость, верность династическим традициям, отец передает сыну все там эти свои приспособления, шкафчики и так далее, любовь к земледелию, значит, покосы, огороды, 2-3 коровы, ну и военная струнка. Он оружейник, он работяга, но он идет в армию, он получает погоны, он там офицером становится. Это вот все наше, старое, ижевское. И вот этот мужичок, забыл его фамилию, он вот такой, мне кажется, очень такой ижевский, вот так зыркает, ну, ижевский характер. Следующее. Кремль – это такая моя образная оценка вот, значения. Он действительно высшей точки тогдашнего города. Сейчас у нас есть высшие точки, поскольку город расширился. Но вот это был тогда по градостроительной своей композиции Кремль города Ижа. И был, как в каждом Кремле, главный въезд, царский вход. Через этот вход и Александр I въезжал, и Александр II, еще будучи наследником, торжественный, мощный, вот этот вход, который Дудин использовал некоторые традиции, значит, Леду, Клода Никола Леду. Это второй такой западный архитектор, который оказал влияние на нашего Дудина. Великое произведение, более гармоничное, более цельное, чем главный корпус завода, при всей моей любви к главному заводскому корпусу с башней. Это более гармоничное, более ампирное здание. Главный корпус, он какой-то немножко такой, это там больше позднего классицизма, к сожалению, оказалось, поскольку Дудина там переделывали и так далее. Следующее. Ледудин. Ну, это Клод Никола Леду. Он проектировал оружейный завод в XVIII веке в городе Шо.
Значит, огромный такой альбом гравюр с видами этого оружейного завода был символично, так демонстративно подарен Александру Первому. Смотри, ты, отцеубийца, смотри, вот какой мы оружейный завод проектируем сделать. То есть тут была такая конкуренция, вызов со стороны Наполеона. Проект был еще до Наполеона делался. И вот определенный вызов со стороны Наполеона Александру Первому, в эту такой конкурс такой своеобразный включился Дерябин, был подключен Дудин. То есть вот наш завод, это как бы ответ на проект Леду, проект оружейного завода в городе Шо. То есть вот это такая история тут завязалась. Я это подробно описываю в своей книге. Ну, в городе оружейников этого мало, но вот в новой книге история Ижевска кое-что об этом есть. Следующее. Да, ну и само название-то почему? Ле Дудин. Ле — это артикль мужского рода. И вот мы использовали с Макаровым вот эту словесную игру для такой архитектурной игры на набережной. Там очень такой интересный проект. Он сейчас показан, значит, в музее города на выставке. Проект Ле Дудин. Но, к сожалению, осуществить это не удалось. То, что получилось на набережной, вы сами видите. Ни Дудина, ни Леду, никого, ничего, а какие-то там армянские, какие-то там кафе, что ли? Лучше, чем Ницце. Ну да. Следующее. Первый зодчий. Зодчий, как вы понимаете, это слово очень, термин очень важный, очень большой, зодчим не каждого назовешь. И бесспорно первым зодчим на всей Вятской губернии был именно наш архитектор высочайшей квалификации, европейской квалификации. На выставке в Генеральском доме мы особый такой дудинский уголок сформировали, где есть артефакты, связанные и с его обучением, и с его деятельностью в Ижевске. Следующее. Да, вот дошли до плавильного котла. Значит, ну, все написано, значит. Вот по поводу Сталина. Действительно, 6 апреля есть стенограмма. Когда у нас была тут страшная грызня, удмуртские руководители, русские руководители Водской автономной области схлестнулись в клинче по поводу статуса Ижевска, где быть центру, ну, столицы не называли, административному центру Водской автономной области, в Глазове или в Ижевске. И пошла грызня, вплоть до предложения вообще Ижевск выбросить из состава Удмуртии, выбросить там, в Пермский край. И Сталин на все это, значит, так всем мощно. Он тогда нарком по делам национальности был еще. Его только что избрали уже генеральным секретарем. Но генеральный секретарь тогда как-то не звучало термин. И вот он жестко сказал: надо вам всем в одном котле вариться, то бишь в Ижевске. То есть Ижевск для удмуртского народа стал таким своеобразным плавильным котлом, в соответствии с этой этнической концепцией начала 20 века. Хорошо это или плохо, не мне судить. Ну, частично все-таки это способствовало некоторой такой деградации удмуртской культуры, то есть вот это русское влияние, там вот все эти забывали язык и так далее. Но в чем-то это способствует рассвету удмуртской культуры, вот то, что я говорил, Серебряный век. То есть такой сложный, противоречивый процесс, но вот плавильный котел винить. Такая концепция была, в том числе и Сталином поддерживалась. Следующее. Ну, такое мое определение, которое относится все-таки исключительно к какому-то конкретному периоду, вот перед восстанием. Еще раз говорю, что во время восстания не было ангелов, были и доносы на соседа, и что угодно, и шкурные какие-то интересы, все было. И вот смесь всего этого пролетарского, и офицерского, и генеральского, и мещанского, смесь всего этого и обусловила вот этот наш взрыв в августе 18 года. Следующее. Да, ну вот по поводу этого выражения меня чуть до суда не довели, в каком году-то. В 1988 году некоторые товарищи тут такие, значит, которые конъюнктуру тут, как говорится, чувствовали, что я вот там что-то, так сказать, против удмуртов имею. Что я могу иметь против удмуртов, если я, приехав с Колымы, я удмуртский язык изучал. Он, правда, так и не выучил. Это в 57 году, да, вот, в музее Ижевска есть там мои старые этюды, на которых я там что-то удмуртские фразы пишу. И гордился, что я вот там на Колыме, когда был, гордился, вот меня удмуртом называли, а гордился этим.
Так что ничего тут антиудмуртского нет, но это просто констатация факта, что вот это действительно такой некий такой трагический смысл имеет эта фраза. Земля удмуртская, а город русский. И ничего удмуртского в этом городе нет. Ну, вот бурановские бабушки иногда приезжают, еще какой-то удмуртский колорит дают, но они тут как-то чужеродно смотрятся. Им надо в свою среду, в Бураново. То есть, понимаете, вот трагизм, вот как раз они, это они в городе. А еще вот искал, не нашел кадры, где они на Иштале ходят, вот в этих своих костюмах. Ну вот зачем это вот такое вот насилие над этническим ради каких-то там индустриальных мотивов. То есть это такая сложная, действительно трагическая тема, ну что, я вот ее обозначил. Я касался прежде всего архитектурных вопросов в этой статье «Русский город на удмуртской земле». Меня тут за эту статью, еще раз говорю, чуть по судам не затаскали, а в Москве мне за эту статью дали первую премию на всероссийском конкурсе статей по архитектуре. Ну вот, судите сами. Следующее. Ну, все понятно, вы знаете, что памятник открыли, слава богу. Это вот я такой термин запустил, рыцарь, моторизацию. Он как-то по-рыцарски, он и сам-то как рыцарь, такой богатырь, значит. И вот привил к нам эту западноевропейскую культуру, немецкую в том числе культуру. Ведь все мотоциклы его первые, они же немецкие. По моторам, по всему прочему. Он дизайнер, прежде всего. Он дизайн для этих немецких ключик делал хороший. Великий человек. Дай бог, памятник появился, говорят, еще один появился, да? Активисты это делают, да? Ну, кашу маслом не используют, вот еще один памятник. Следующее. Тихий Иш, ну это я уже говорил. Параллели вот с Глебовым. Следующее. Ну, здесь вот такая спорная вещь. Ну, не для меня спор, для меня это бесспорная. Значит, то, что называют сейчас у нас Михайловская колонна, это никакая не Михайловская колонна. И нельзя ее сравнивать с Александрийским столпом. Александрийский столб – это триумф, это победа. Михайловская колонна – это погребальный памятник, по сути дела. Это могильный холмик был раньше. Могильный холмик, символ захоронения, символическое захоронение Михаила Павловича. И над ним печальная колонна, чугунная колонна с печальным ангелом. Ничего общего, кроме силуэта, с Александрийским столбом нет. Но безграмотные консультанты архитекторов, в том числе безграмотный консультант Александра Александровича Волкова, обусловили то, что появилось вот это нелепое сооружение на так называемой площади оружейника. Нелепости у нас в нашей архитектуре, в нашей истории очень много. Единственная триумфальная колонна на территории Удмуртии – это вот то, что завершает башню. Уникальная. И в мире-то уникальная она. Нигде больше нет, чтобы колонна замыкала какое-то здание. Следующее. Ну, понятно, книга написана, все в ней сказано. Урбицид – это вот как раз и разрушение завода управления, уникального памятника, связанного и с Устиновым, и с Калашником, и со всеми-всеми, и с генералами. Здание уничтожено. Это здание, памятник войны, уничтожено. Набережная вырублена. Много чего у нас нехорошего делалось, но при новом руководстве, может быть, не будет больше таких актов урбицида. Следующее. Ну, это тоже, в общем-то, мой такой тезис очень важный. У нас иногда этих замечательных фабрикантов наших приписывают купцам. Да у них не всегда и не было, не всегда был у них этот купеческий титул, купеческий статус. Они работягами оставались. Иван Федорович Петров, я вот открыл его биографию, подлинную биографию. Родственники прятали его биографию. Они знали, но прятали, не говорили. Ах, он там русский рабочий, то все. Ничего подобного. Что? Еврей был. Еврей. Был еврей по отцу. Ну, еврей хоть китаец, ради бога. Но он ижевец. Он настоящий рабочий, он прошел все ступени, значит, вот этой трудовой карьеры, лакировка лож там и так далее, сборка ружья. И сыночек его настоящим рабочим оставался. Это фабриканты-рабочие. Вот такую формулу я предлагаю. Не какие-то там купцы, эксплуататоры и так далее. Кстати, в советское время даже рабочие от советской власти защищали и Ивана Федоровича Петрова, и Василия Петрова, а большевики гнобили Ивана Федоровича Петрова, в конце концов, выгнали из Ижевска в 25-м, кажется, году, полностью выгнали, ограбили, выгнали и так далее. Ну, хорошо, не расстреляли.
То есть уникальная личность, я думаю, когда-нибудь у нас дойдет и до памятника Ивана Всеволодовича Петрова. Мажарова есть, а чем Петров хуже? Это вот самородок из народа, все с ним связано. Следующее. Цивилизаторы. Ну, это частично вот в книге «Христианство в Удмуртии», докторская моя, там эта тема, значит, раскрывается. Это все, и не только священники, нельзя к священникам сводить, это в том числе и революционеры были, функции цивилизаторские выполняли, и так называемые контрреволюционеры, всякие там эсеры и бог знает кто. То есть это, ну, что ж делать, суть, одна из таких граней образа Удмуртии. Удмуртии в целом, ну и Ижевска, как удмуртской столицы. Вот такие мои, может быть, немножко сумбурные соображения. Я это собираюсь как-то все уточнять, список этих мемов, этих брендов расширить и, возможно, в виде такой миниатюрной книжечки небольшого формата это удастся издать издательству «Удмуртия». Евгений Федорович, к диалогу мы не очень готовы, а вот выслушать миллион ваших творческих планов мы можем. Ну, миллион тут. Ну, главный план на данный год все-таки это закончить мятеж на Тихом Меже. Это главный пока. Первая единичка из миллиона. Первый из этого миллиона. Да. Но вторая единичка это дошлифовать трехтомник, что может быть еще полгода, год, трудно сказать, потому что, еще раз говорю, в архиве каждый раз что-то обнаруживается, что требует вот введения. Мечтать не вредно. Миллион так миллион.